Скажите, пожалуйста, как меня видно, слышно? Все ли хорошо у нас со связью? Давайте начнем с этого. Итак, мы будем начинать. Да, благодарю. Мы начинаем вебинар. Я прошу прощения за задержку эфира, поскольку у меня были вот технические причины. Опять второй раз на этой теме. Значит, эта тема действительно сложная, в том числе и для меня, и для тех участников, которые сегодня будут. Действительно, жизнь подросткам ставит перед взрослыми новые задачи. Наш вебинар сегодня будет проходить в рамках работы Республиканского консультационного центра, в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей». Вы можете задавать свои вопросы в чат, и потихонечку, пока я буду представляться и рассказывать немножечко о себе, прошу вас тоже написать о себе, какого возраста ваш ребенок, может быть, какой запрос сегодня привел вас в эфир, чего бы хотелось получить от работы сегодняшнего вебинара. Зовут меня Евгения Григорьева, я практикующий психолог, и сама я мама подростка, моей старшей дочери 16 лет, и, конечно же, задачи подросткового возраста мы в нашей семье решаем уже несколько лет. О них сегодня я буду с вами говорить. Мы будем решать такой вопрос: отпустить или держать нам подростка. Что следует делать нам, родителям, для того, чтобы этот сложный возраст подростковый нашего ребенка прошел наиболее гармонично, если можно это слово применить к данному периоду жизни человека, и не испортились бы наши отношения с нашим любимым ребенком. Пожалуйста, напишите, чего бы вам хотелось получить от этой встречи сегодня, и какого возраста ваши дети, может быть, какие сложности в общении с ними вы уже испытываете, может быть, какие-то ситуации вас беспокоят. Пожалуйста, пишите, приглашаю вас к тому, чтобы принять активное участие в том, как будет формироваться наш разговор. Моя задача сегодня поговорить об основных задачах подросткового возраста, об основных задачах родителей подростков. И также немножечко мы поговорим об особенностях общения с подростком, которые позволят вам остаться, ну, может быть, не друзьями, но любящими друг друга людьми, безусловно, и не испортить отношения. Эти способы, которые я в конце нашей встречи буду рассказывать, мы их рассмотрим, способы общения помогут вам улучшить качество взаимодействия с вашим подрастающим ребенком. Итак, кого же мы называем подростком? Современные дети развиваются не так, как развивались мы. Они гораздо раньше становятся взрослыми в плане понимания мира. Они гораздо больше знают, чем знали мы. Безусловно, изменилась очень сильно их социальная среда, в которой они растут. Это социальные сети, доступ в интернете ко всем вопросам, которые их волнуют. Да? Они сейчас являются экспертными в тех областях, в которых мы сами не являемся экспертными. Я нередко спрашиваю свою дочь о том, там, что меня волнует, или, там, в интернете, в социальных сетях, каких-то новых тенденциях, в каком-то продвижении и так далее, да, поскольку наши дети гораздо более компетентны здесь, чем мы, взрослые. Дети в силу своей организации своей психики гораздо лучше адаптируются к изменяющимся условиям вот, информационной среды, в которой растут. Нам, взрослым, гораздо сложнее это дается. Мы гораздо медленнее усваиваем изменения, адаптируемся к ним. Да? Вспомните, пожалуйста, когда вы меняете, например, модель телефона, насколько долго вы привыкаете к новому аппарату, к каким-то элементарным функциям, которые
Просто нужно, ну, в своей голове, да, привыкнуть к изменениям. И заметьте, как быстро дети адаптируются, как быстро уже двухлетний ребенок понимает, как там, я не знаю, не умеет читать и писать, запустить Яндекс и узнать что-то, да. Вот, то есть наши дети, конечно, очень отличаются от того, что делали мы в том возрасте, и поэтому наши какие-то сравнения часто бывают совершенно неадекватными. И мы пытаемся детей сравнить и говорим, я в твоем возрасте, или когда мы были такими же, как вы, мы делали то-то, то-то. У нас не было того, что есть сейчас у них, поэтому сравнения здесь, конечно, не очень уместны. Поставьте плюсик, если вы согласны, что сейчас подростки очень отличаются от нас. И отличаются они не только вот в этих особенностях восприятия информации, в особенностях переработки этой информации, да, они еще отличаются тем, что они гораздо более осознанны во многих вопросах. Например, они осознанны в вопросах здорового образа жизни, питания, они могут отказываться от мяса по каким-то этическим, экологическим принципам. Это дети, которые думают в масштабах целой планеты, они думают об экологии, они достаточно сильно политизированы и открыто высказывают свое мнение, и даже вот часто могут вступать в какую-то в оппозицию, да, официальным решениям властей и так далее. То есть эти дети гораздо более свободны. При этом дети современные более инфантильны, чем были мы. Если мы возьмем поколение современных 30-40-летних родителей, скорее всего, в этом возрасте как раз там, да, ну, 40 плюс-минус там 10 лет, да, 5 лет, это как раз родители подростков современных. Так вот, если мы возьмем поколение этих родителей и вспомним их детство, то это поколение родителей, прообразом которых стал дядя Федор. Вспоминайте, пожалуйста, вот этого мультяшного персонажа, мальчика самостоятельного, который сам, значит, решает все свои вопросы, который не обращается к родителям за помощью, потому что родители очень заняты, они отсутствуют, они работают, они пытаются как-то выжить и решить кучу проблем. Это ребенок с ключом на шее, вспоминайте, пожалуйста, у которого нет сотового телефона, который не может в случае чего позвонить маме, он должен выпутываться из тех ситуаций сам. Более того, это еще ребенок, которому дана куча ответственности, куча обязанностей, перечень дел, которые он должен сделать, да, мама уходит, пишет записку, что нужно сделать, и этот ребенок достаточно рано, еще может там даваться младший ребенок, забери из сада, отведи, там, погуляй, накорми и так далее, да, пока мама работает в ночную там смену или где-то задерживается, или мама в принципе очень занята, потому что у нее огород, дом и так далее. Так вот, мы с вами, поколение там 80-х и так далее, да, лет, вот это примерно период, очень быстро перестали быть детьми. Мы очень быстро перестали быть безответственными, расслабленными и очень быстро стали взрослыми, не по годам взрослыми. И поэтому, когда мы сейчас говорим, я в твоем возрасте уже делал то-то, то-то, да мне мама том-то и то-то доверяла, не всегда, да, это хороший такой вот, может быть, в каких-то моментах мотивирующий пример, а с другой стороны, это не всегда адекватно. И если мы так прикинем, то, возможно, мы были теми детьми, у которых не было детства, и которые не могли бунтовать, не могли проявлять свое мнение, так, как следует подростку проявлять, да, испытывать те чувства противоречивые, которые есть у современных детей. Мы видим это у своих детей, да, потому что наши родители были очень заняты, очень у многих отцы пили, было там безденежье и так далее, и нам приходилось решать взрослый вопрос очень рано. И так мы пропустили свой подростковый возраст. И в своей практике я достаточно часто вижу, что современные взрослые женщины и мужчины почему-то вдруг начинают переживать чувства подростка, те, которые не были прожиты там,
вовремя не были прожиты. Поэтому наша с вами задача, уважаемые родители и педагоги, дать подростку пройти свой возраст так, как нужно, в той скорости, в которой ему доступно, решая те задачи, которые нужно ему решать. Ну, о ком мы говорим, когда говорим о подростках? Мы говорим о детях в возрасте. Девочки это от 9-11 лет до 14-15 лет, 16 лет. Мальчики это 11 и выше, да? Немножко попозже у мальчиков начинается подростковый период и заканчиваться может 16-17 лет. Подростковый возраст начал происходить с детьми раньше, и он достаточно сильно растянулся во времени. То есть мы можем переживать особенности подросткового периода сейчас с нашими детьми 5-6 лет. Это не говорит о том, что все это время ребенок у нас очень острый, очень конфликтный, очень какой-то непростой. Нет, это не так. Ребенок у нас периодически становится послушным, адекватно себя ведет, адекватно эмоционально реагирует, он сговорчив и так далее. Но в течение этих лет периодически ребенок попадает в ситуацию, которая требует от него решения какой-то возрастной задачи, и пока ребенок эту возрастную задачу не решит, он будет острым, он будет резким, он будет конфликтным, он будет страдающим, возможно, он будет неблагополучно эмоционально себя чувствовать, да, пока он не решит эту задачу. Потом он решает эту задачу и идет дальше в подростковом возрасте. А в подростковом возрасте много задач, поэтому снова придет какая-то следующая. О каких задачах я говорю? Ну, к примеру, это задачи понять, кто я, какой я, задача, кто мои друзья, кому я принадлежу, какой референтной группе, да, какой группе сверстников значимой ребенок принадлежит, относится, кого я могу назвать своими друзьями, кто меня никогда не предаст, с кем я хочу быть и так далее. Затем ребенок должен решить, противоположный пол, а как с ним отношения я хочу решать, а хочется ли мне, да, отношений сейчас и как их строить, а нравлюсь ли я тому, кто нравится мне и так далее. Эти вопросы тоже нужно решать в подростковом возрасте. Мы не говорим тут о том, что все это сопровождается, естественно, гормональными изменениями, да, телесными метаморфозами. Все это нужно ребенку как-то уложить, уяснить, как-то к этому адаптироваться. На все это требуется время, поэтому подростковый возраст достаточно длительное время продолжается. Итак, пока вот этой информации достаточно, я предлагаю вам немножечко поработать и задать себе вопрос. Какие изменения, пришедшие в семью с подростковым возрастом ребенка, вам не нравятся? Что поменялось в ребенке? Что поменялось в отношениях в семье, когда наступил период подросткового возраста? Как поменялись отношения в семье? Что изменилось у вас? Что изменилось, может быть, у отца ребенка, да? Что вот произошло? Потому что вся семья ощущает и переживает эти изменения. Если нам кажется, что кризис только у подростка, кризис есть у всей семьи. Пожалуйста, можно писать в комментариях, я что-то могу вам даже прокомментировать, можно задавать вопросы. Изменения, происходящие с одним членом семьи, всегда ведут к тому, что у всех остальных также происходят изменения. И если семья адекватно изменяет свои стратегии общения, воспитания, контакта, то подростковый возраст, как и любой другой возрастной кризис, да, не будет длиться остро, болезненно, не будет конфликтным. Он будет идти своим чередом, адекватно проживаться. Но если педагогическая система запаздывает, и если
не меняет свои тенденции, свои способы взаимодействия, вот тогда любой возрастной кризис, в том числе и подростковый, будет сложным. Да? Это мы должны четко понимать. Кризис нужен для того, чтобы поменять ту систему, которая сложилась и существовала до этого времени. Она перестала удовлетворять потребности одного из членов семьи. Этот член семьи вырос, у него другие теперь взгляды на жизнь, на себя и на отношения. Еще один вопрос себе задайте, пожалуйста. Какие изменения, пришедшие в семью с подростковым возрастом ребенка, вам нравятся? То есть, посмотрите, мы привыкли смотреть на подростка как бы в таком немножко негативном ключе. Ребенок становится конфликтным, неудобным, непослушным, идет в какую-то не ту компанию, не тем может заниматься, может скрывать что-то, обманывать. Он становится там каким-то неопрятным, неухоженным, может быть, плохо учится. Да? У нас такие негативные чаще всего о подростках характеристики. Если встречаются родители подростков, то они вот как бы вот переполнены отрицательными эмоциями относительно своих детей. Тем не менее, мы должны понимать, что любое изменение ведет еще к тому, что происходят позитивные перемены. Пожалуйста, напишите, поделитесь, а какие позитивные перемены есть в вашей семье в связи с тем, что ребенок вырос. Ну, к примеру, это может быть самостоятельность возросшая у ребенка, его ответственность за то, чтобы, не знаю, встать в школу, сделать уроки, там, да, взять на себя ответственность за какие-то домашние дела в большей мере, за младших детей. Может быть, это большее понимание друг друга, потому что ребенок теперь как-то вот более по-взрослому смотрит на мир и так далее. Да? То есть мы должны быть здесь объективны. Когда дети взрослеют, это тоже несет положительные моменты. Меньше требуется ухода, меньше требуется нашей постоянной заботы, неотлучного контроля. Мы можем начать больше доверять ребенку. И вот именно эти позитивные изменения, которые мы замечаем в своем подростке, что он стал рассудительным, может быть, он стал более такой вот ответственным, может быть, он претендует на то, чтобы взять на себя какую-то роль в семье новую, да, мы должны строить на этом нашу воспитательную стратегию. Невозможно построить воспитание на отрицании проявлений ребенка и на том, чтобы критиковать негативные проявления его поведения. Невозможно. Уважаемые родители и педагоги, обопритесь, пожалуйста, на позитивные изменения подростка. Что это может быть? Давайте подумаем, пожалуйста. Я уже не раз вот сейчас упомянула слово ответственность. Мы действительно можем начать давать подростку все больше и больше ответственности за его жизнь, за его действия, за какие-то дела совместные. Да? То есть мы все можем больше становиться соратниками каким-то, в каких-то вопросах, в разделении ответственности. То есть в какой-то момент я, например, осознала, что теперь я могу не просто все домашние дела я делаю сама, потому что я хозяйка в доме и мама, да, а я могу перепоручить их вообще своему подростку спокойно и требовать выполнения и не контролировать это, да, не так, как раньше, когда ты даешь там ребенку помыть пол, а потом перемываешь, потому что, в общем-то, не очень хорошо помыто, да, и не умеет пока, а подросток уже может сделать это хорошо. А иногда я прошу даже что-то мне помочь там и в делах каких-то, и в том числе в рабочих, посидеть с младшим ребенком, естественно, всегда, да, когда нужно, вот. Мы опираемся на то, что ребенок сам теперь определяет, как ему учиться. Ведь то, что он зарабатывает теперь, какие оценки, да, это его рук дело. Это теперь не зависит, в общем-то, ни от кого другого, кроме как от него, от его труда. Вот. Ну и так далее. Опираемся на сильные стороны. Более того, подростки очень хотят, чтобы мы так делали. Они хотят, чтобы мы замечали, что они теперь уже взрослые, что они
претендуют как бы на большую ответственность, что они чувствуют в себе силы что-то сделать самостоятельно, да, и они прям очень охотно пробуют, экспериментируют и ищут моменты, где они могли бы проявить свою взрослость. Мы на этом и должны строить свою воспитательную стратегию. Идем дальше. Итак, давайте познакомимся с такой цитатой Эрика Эриксона, который писал о подростке. Молодой человек должен, как акробат на трапеции, одним мощным движением отпустить перекладину детства, перепрыгнуть и ухватиться за следующую перекладину зрелости. Давайте воспользуемся этой метафорой и представим себе акробата, который летит от одной перекладины к другой. Так вот этот полет и есть подростковый возраст. Рискованно, смело, резко, дерзко, страшно. Вот что испытывает подросток, будучи уже не в детстве, но еще и не во взрослости. Я думаю, что вы это тоже замечали в своих детях, когда обращались к ним как к взрослым в какие-то моменты. Говорили, ну ты же уже взрослый, ты можешь сделать то-то, 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 то-то. Но при этом, когда этот же ребенок говорил, я уже взрослый, я хочу сам там решать то-то, то-то, то, вы говорили, нет, пока ты живешь в моем доме, ты ребенок, я за тебя отвечаю, ты должен меня слушаться и так далее. То же самое испытывает сам ребенок. В какие-то моменты ребенок говорит, я хочу покрасить волосы в синий цвет, я хочу набить татуировку, я хочу, там, не знаю, встречаться с этим человеком, вступить в отношения и так далее, потому что я уже взрослый, у меня есть свое мнение. С другой стороны, подросток кричит, мам, налей чаю, да, и демонстрирует этим, я ребенок. И вот именно этот полет между двумя вершинами такими, да, детством и взрослостью, Эриксон и назвал подростковым возрастом. В общем-то, это достаточно сложное время. И когда мы общаемся с подростком, мы очень часто отправляем подростку двойное послание, одновременно считая и маленькими, и большими наших детей. И почему они нам потом это и возвращают? Да? Потому что они слышат от нас это двойное послание и также нам его транслируют. В одной ситуации не лезь, мама, выйди, с другой стороны, мам, налей чаю. Итак, давайте перейдем к задаче подросткового возраста. Самая главная задача. Конечно же, подросток решает множество задач, и здесь важно дать ему возможность это все решать. Но главная задача такая – сделать рывок в сепарации, пережить разочарование во всемогуществе родителей и научиться жить своим умом. Это и есть взросление, отказ от прежнего мира. Отказ от того, что все за тебя решают и за все берут за тебя ответственность. И решение самому брать за себя ответственность теперь. Сепарация – это отделение ребенка от взрослого. Мы, конечно же, говорим сейчас об эмоциональной, психологической сепарации. Мы не говорим сейчас о физической сепарации. Она может произойти гораздо позже. И вообще физически можно жить в одном доме, но быть абсолютно эмоционально сепарированным друг от друга, да, детям и родителям. А можно при этом жить на разных концах света, но быть не сепарированными эмоционально. Подросток ребенок жил в семье. Эта семья была для него всем миром. Он не знал других образцов, он не знал других норм, кроме как эта семья. И когда он вырастает, если он будет оставаться в этой норме, это будет означать конец его роста. Он не сможет выйти во взрослость, если не закончит отношения с этим миром. Если он не откажется от того, чтобы построить свой мир, взгляд на мир, построить свое мнение какое-то,
Отказаться от прежних значимых связей – это значит дать себе возможность построить новые значимые связи с партнером, с друзьями, с профессией, с самим собой. Все это требует ухода из родительской семьи эмоционального. Отсюда у нас очень много таких проявлений у подростка мы видим. Подросток все обесценивает. Все, что делают родители, неважно. Правила, по которым живут родители, неправильные. Взгляды, на которые опираются родители, неверные. Родители ничего не понимают. Это самая частая вообще фраза у подростка. Вы ничего не понимаете. Вы ничего об этом не знаете. Да? У подростка формируется резкое, отличное мнение от родителей. И это мнение для них становится важнее, чем контакт с родителями. Это мнение они готовы отстаивать, ссориться с родителями, обижать родителей. Потому что на самом деле за этим, как нам кажется родителям, неважным мнением стоит личность человека. И отстаивая свою, там, не знаю, прическу, одежду, музыку, которую он хочет слушать, книги, которые читает, общение, которое там, да, с кем есть, друзей своих, ребенок отстаивает себя, свою личность, свою автономию. Есть две такие вот точки на прямой, да. Вот начинаем мы свою жизнь с симбиоза, симбиотических отношений с матерью. Мы лояльны своим родителям, мы хотим быть как они, мы хотим быть на них похожи. Поэтому мы делаем все как родители. И это такой вот симбиоз. И когда человек начинает идти по жизни своей, по этой прямой, на другом конце находится автономия. Человек движется к автономии. Он никогда не может ее полностью достичь, потому что мы не можем быть абсолютно автономны, потому что завтра закончится хлеб, который мы едим, а мы не умеем его печь, и нам надо сходить в магазин, и как бы мы не сможем быть полностью автономны, хотя некоторые пытаются, живут на островах, в лесу и так далее самостоятельно. Все-таки большинство людей хочет контактировать с обществом, большинство людей хочет установления близких доверительных отношений с партнером, со своей семьей. Но, тем не менее, в своем личностном развитии мы движемся к автономии. И вот подросток делает эти попытки. И поэтому рывок в сепарации ему крайне необходим. Он должен разочароваться в родителях. Он должен сказать: мама, ты ничего не понимаешь. Папа, ты вообще не соображаешь, что делаешь. Там, да, вы вообще живете неправильно. Может быть, это будет звучать даже в таком отрицании. Страна неправильная, город, надо переехать отсюда. Да? Все это отрицание. Мы должны не обижаться на это, а все-таки понимать, что подросток решает свою задачу сепарации. Тогда, если мы не мешаем ему это делать то в конце подросткового возраста ребенок перестанет так резко отталкивать всю систему, поймет, что частично система была права, и примет некую такую золотую середину, когда допускается и свое мнение, и мнение родителей. А вот давайте поговорим о том, какие же задачи у родителей в период подросткового возраста ребенка. Они весьма противоречивы. Их всего две. Это главные задачи. Есть другие. Мы сейчас обращаем внимание именно на эти задачи в контексте нашей темы. Две противоречащие друг другу задачи. С одной стороны, наша задача дать ребенку сепарироваться, дать ему возможность выделиться в автономную личность со своим мнением, со своими представлениями о мире. С другой стороны, мы должны не потерять контакт со своим ребенком. Подростковый возраст пройдет, но если мы там потеряем контакт с ребенком эмоционально, то, к сожалению, дальше мы его уже можем не наверстать и не создать, не восстановить его. Контакт эмоциональный формируется у ребенка с родителями,
конечно же, еще до рождения. Да? Маму ребеночек знает еще до рождения. И первые годы своей жизни привязанность к родителю только крепнет, усиливается. Потом она начинает потихонечку снижаться, потому что ребенок идет в детский сад, идет в школу, и ему уже нельзя быть таким привязанным к маме, ему нельзя уже быть в таком тесном, близком и даже болезненном временами контакте. Вспомним, да, своего годовалого ребенка, который не хочет расставаться с мамой, и вспоминаем семилетнего, который уже спокойно отпускает маму по делам и занимается сам своими делами, сам уходит. Тем не менее, если мы возьмем 7-летнего ребенка, то это тот ребенок, который очень хочет внимания родителей, очень хочет контакта и очень болезненно переживает там разлуку, например, когда его отправляют к бабушке или там в лагерь куда-то там, да, или родители уезжают в командировку, ребенок очень болезненно может воспринимать эту разлуку, поскольку он нуждается в очень сильном, тесном контакте. Ему нужны ежедневные какие-то ритуалы, которые позволяют почувствовать родитель рядом. Подросток уже не может быть в такой тесной связи. Подросток должен освободить место для значимых людей в его жизни, а значимая социальная группа для подростка – это, конечно же, сверстники, друзья и первые партнеры, которые здесь в любовные отношения уже начинаются, любовные истории какие-то случаются уже с подростками. И для того, чтобы впустить вот этих новых референтных людей, подросток должен ослабить контакт с родителем. Если же мы, родители, ведем себя неверно, если мы очень риски, если мы очень контролирующие, если мы очень настойчивы в своей точке зрения и не приемлем точку зрения подростка, мы разрушаем отношения. И наш контакт становится все менее качественным, все менее комфортным для ребенка, и ребенок его разрывает. Он уже не идет к маме за поддержкой, делиться секретами, рассказывать какие-то подробности. Как дела, все хорошо. На этом ограничивается контакт с подростком. Я слышу в своей практике достаточно много таких историй. К сожалению, они очень печальны, потому что потерянный контакт с подростком восстановить очень сложно. Подростки доверяют своим сверстникам. Если родитель их подвел, если родитель их предал, если родитель не понимает, то подросток пойдет к своему сверстнику, а не к родителю, который не понимает. И счастье, если у подростка будет учитель, педагог, который сумел сохранить контакт и доверие, да, с ребенком, и тогда будет у ребенка поддержка и со стороны взрослых. Потому что мы же понимаем, что сверстники, такие же незрелые личности, подростки, не могут оказывать должной поддержки и помощи в каких-то сложных ситуациях. Нужен взрослый. И вот таким образом, решая вот эти две задачи, противоречащие друг другу, родитель оказывается в таком конфликтном состоянии. Что же делать? Дать ребенку уйти, дать ребенку занять свою точку зрения, дать ребенку стать независимым, держать свои секреты, общаться в своем там, круге, да, сверстников, либо же да, отстраниться, не лезть, не интересоваться, может быть, да, не вмешиваться, либо стремиться проконтролировать, все знать, быть в курсе. Вот это такая, да, вилка из задач очень сложна для родителей. Мы должны здесь, наверное, придерживаться золотой середины. То есть, с одной стороны, и давать возможность отделяться, и с другой стороны, сохранять контакт. Контакт наш с подростком становится другим. Подростки очень часто не дают к себе прикоснуться, не дают возможности нам высказать свое мнение. Они не дают возможность как-то с ними ласково говорить, потому что они говорят, что ты ко мне как к маленькому, да, вот. А с другой стороны, в этот же день, да, ребенок может приходить и просить, чтобы его погладили, чтобы его обнимали и так далее, да, то есть он и сам находится, как мы видели, в ситуации внутриличностного конфликта между тем, чтобы быть ребенком или быть взрослым. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, свои вопросы. Итак,
Какие еще другие задачи решает подросток? Это познание себя. Кто я такой, какой я. Ребенок учится брать на себя ответственность. То есть это нормально, что подросток теперь сам встает по будильнику в школу, делает домашку, отвечает за какие-то дела, решает какие-то вопросы, ну, к примеру, посещает поликлинику самостоятельно. Самосознание, то есть понимание себя, кто я такой, как я чувствую, как я хочу. Это мне нравится или не нравится? Нравятся ли мне вот эти люди, с которыми я общаюсь? Подходит ли мне то общение, которое они мне предлагают, такой способ коммуникации? Нужен он мне или не нужен? Все это позволяет подростку сформировать понимание себя как личности и выйти в следующий период, следующий этап возрастного развития – это юношество, и подходить к этому, а юношество – это время профессионального самоопределения, да, и для того, чтобы выбрать профессию, понять, куда ехать учиться, ребенок должен понимать, кто он, какой он. Поэтому мы должны, родители, помогать, способствовать ребенку определяться с тем, что, ну, вот, кто он, какая он личность. И еще раз подчеркну, обращу ваше внимание на то, что базироваться это должно на позитивных моментах, на сильных моментах. Да? То есть нельзя говорить, например, так. Ты человек необщительный, поэтому тебе надо быть бухгалтером. Сиди себе и помалкивай. Это плохой способ выбора профессии. Да? То есть вроде бы опирались на личность, а опирались на негативное, на то, чего нет. Теперь давайте вот позитивный пример. Ты хорошо, я не знаю, там, рисуешь, поэтому тебе надо бы там куда-то в дизайн. Или ты хорошо находишь подход к каждому человеку, поэтому тебе бы можно вот пойти там в профессию, связанную с работой с людьми. Вот. Опираемся на сильные стороны личности. И подростка тоже учим. Есть волшебное слово, если я ему говорю это слово родителям подростков, слово звучит так: зато. Да? Подросток ищет в себе недостатки. У меня толстые ноги, у меня лопоухие уши, у меня некрасивые, там, не знаю, глаза, я плохо учусь, я не соображаю там то, я маленького роста или слишком высокого роста, я толстый, я худой. Подросток всегда на себя смотрит негативно. Мы, родители, должны выводить ребенка в плюс. Волшебным словом зато. Зато у тебя то прекрасно. Да? И вот на этом зато это хорошо ребенок будет строить свою личность. Невозможно построить личность на болоте. Да? В дырке нельзя построить свою личность. Мы можем только крепко опереться на что-то такое вот позитивное, существующее. Поэтому в контакте со своим подростком обращайте на это внимание. Ну, давайте мы теперь, если есть вопросы, я готова на них отвечать. Если нет, то мы перейдем к некоторым способам контакта, более такого осмысленного, осознанного с ребенком, для того, чтобы снизить конфликтность в ситуации коммуникации с ребенком, для того, чтобы вам и ребенку было легче понять друг друга. Я предлагаю вам вот такой вот мотивирующий алгоритм беседы. Благодаря такому алгоритму вы сможете побуждать ребенка к действию. Используя его, можно вызвать какое-то согласие ребенка на контакт. Да? Вот. И делается это из 4 шагов, в общем-то, очень простых. Итак, первый шаг. Четко объясните ребенку, чего вы от него хотите. Например, пожалуйста, вымой посуду. Да? Я хочу, чтобы ты помыл посуду. Я тебя прошу об этом. Скажите, зачем вам это нужно? Это нам, взрослым, кажется, что помыть посуду – это естественно. Для подростка это не так, согласитесь, да? Моя дочь долгое время доказывала мне, что она не будет заправлять постель, потому что все равно она в нее ляжет, и ей все равно придется ее расправлять. И это нелогично.
Да? Вот. И казалось бы, для взрослого человека это что-то естественное, что-то нормальное. Для подростка, который бунтует, это способ проявить свое мнение и не быть пассивным а, участником вот какой-то бредовой системы правил. Да? Вот. Поэтому мы говорим, зачем нам это нужно. Мне неприятно, когда на кухне, например, грязно. Или мне нужна эта сковородка для того, чтобы готовить там что-то. Или я хочу, чтобы каждый из нас участвовал в домашних делах. Ну, в общем-то, вы найдете, зачем вам это нужно. Третий шаг. Скажите, что он от этого получит. Когда ты помоешь посуду, я не буду больше к тебе приставать с домашними делами. Или когда ты помоешь посуду, я смогу на этой сковородке пожарить тебе там блины, например, да? Вот. Или если ты помоешь посуду, я смогу отдохнуть, а затем я смогу там помочь тебе с тем-то или сделать то-то, то-то, допустим, да? Вот. То есть, интересы обеих сторон мы тут рассказываем. И четвертый шаг. Скажите, сколько времени на это потребуется. Вот эта вот фишка очень классная. Она работает с подростками очень здорово, потому что, как правило, это звучит так. Помой, пожалуйста, посуду, это займет у тебя всего 10 минут. И эти 10 минут, которые мы называем, а это же совсем мало, правда, вдруг они оказывают такое, знаете, охлаждающее воздействие, то есть уже не хочется спорить из-за этих 10 минут. А иногда бывает, что мы просим там подростка, ребенка, пожалуйста, подними фантик, который ты выбросил, и унеси до мусорки. Это займет у тебя всего 1 минуту. И как бы задача становится очень-очень простой. Понятно, что я сейчас говорю? Отметьте, пожалуйста, да? Понятно ли то, что объясняю? Итак, это мотивирующий алгоритм беседы. Идем дальше. Важно, вот вопрос Марина написала. Я на него отвечу в конце. Сейчас мы разберем стратегии, и я на него отвечу обязательно. Итак, еще один способ общения, да, он, конечно же, подходит для всех, не только для подростка, но, в общем-то, снижает конфликтогенность. Итак, первый шаг, да, строится на принципе «тебе важно». Мы здесь присоединяемся к эмоциям ребенка, рассказываем о ситуации, которая возникла с позиции ребенка. Он чувствует себя значимым, он чувствует себя понятым, он чувствует себя в безопасности, когда мы так себя ведем. Ну, например, я знаю, что сейчас ты хочешь полежать. Ты погулял и ты устал. Да? То есть мы называем, что хочет ребенок. Тебе совсем не хочется сейчас сделать уроки. Ты хотел бы просто полежать и посидеть в телефоне. Там, да? Вот. Это первый шаг. Дальше. Мы добавляем сюда я-высказывание. Оно помогает говорить о своем состоянии, о своих переживаниях и снижает вероятность выхода в конфликт, потому что мы убираем ты-высказывание. Обязательно нужно следить за своей речью. Очень часто в нашей речи звучат упреки, обвинения, которые ведут к усилению конфликта. Ты виноват, ты должен был это сделать, там, посмотри на себя, как ты разговариваешь. Да? Вместо этого я предлагаю очень часто семьям уходить от слова, да, от ты высказывания и переходить к я высказыванию. И я высказывание это когда мы в ситуации общения говорим только о своих чувствах, о своих мыслях, о своих каких-то переживаниях. И тогда вот, звучало бы так. Я знаю, что ты хочешь сейчас полежать и совсем не хочешь делать домашку. Я переживаю, что осталось мало времени для домашнего задания. Подходит ночь, вечер, и можно не успеть. Понятно, да? То есть мы говорим о своих переживаниях.
И добавляем просьбу. Третий шаг – это добавить просьбу. Просьба должна быть четкой, понятной, звучать в настоящем времени, как призыв к действию. Она может содержать несколько вариантов для выбора и обязательно должна быть сказана в вежливой форме. Просьба должна формулироваться без «не». То есть не должно быть того, что сейчас пример какой-то приведу. Мы не должны употреблять «не». Мы должны вместо того, что «не делай так», мы должны сформулировать «делай так-то». Да? «Сделай так, пожалуйста». Вот. Не приходит сейчас пример у меня. Давайте я продолжу вот тот, который я говорила. Итак, я знаю, что ты хочешь полежать там на диване и посмотреть телефон, а не делать уроки сейчас. Я волнуюсь, что остается мало времени для уроков и можно не успеть. Пожалуйста, отложи телефон и сядь за уроки. Либо досмотри видеоролик, который ты сейчас смотришь, и приступай. Либо можно здесь спросить, сколько осталось тебе времени посмотреть там этот видеоролик. После этого, пожалуйста, иди за стол и делай уроки. Либо здесь можно спросить, как ты видишь решение этой ситуации, да? Ты сейчас пойдешь делать домашку, после ужина пойдешь делать домашку, там, ну и еще как-то, да? Но вот здесь может быть несколько вариантов, побуждающих ребенка к действию. Посмотрите, когда мы так общаемся, мы демонстрируем, что мнение ребенка, а он же себя и мыслит взрослым сейчас, значимым, он добивается того, чтобы стать значимым. Мы демонстрируем ему, ты значим для меня. Мы демонстрируем, что уважаем его мнение, его чувства. И мы ни в коей мере не нарушаем границ, которые подросток сейчас выстраивает. И эта тема для него может являться очень болезненной сейчас. Итак, вот такие формы, две модели общения с подростком я вам предложила. Пишите, пожалуйста, вопросы. Я сейчас отвечу на вопрос, который вот прозвучал на сайте. Звучит он так. Если у ребенка нет значимых сверстников, которые были бы близки ему по духу, то, что, видимо, делать с этим? Плохо это или хорошо? Я вот так вот понимаю, что здесь звучит вопрос. Значит, одна из задач подросткового возраста – это установление близких доверительных отношений с группой сверстников. Социальная ситуация развития, есть такое понимание для каждого возраста, да? Понятие социальная ситуация развития подростка – это группа сверстников. Ребенок должен примкнуть к референтной группе и занять достойное устраивающее его место, заручиться поддержкой и пониманием сверстников. Если у ребенка нет значимых сверстников, это действительно может вызывать беспокойство как самого подростка, так и родителей. Мы должны всегда понимать, что подростки склонны к тому, чтобы заводить дружеские связи. Если этого не происходит, для этого есть причины. Здесь бы хорошо поискать. Я знаю такие ситуации, что иногда подростки не могут найти себе друзей просто потому, что оказываются не в той среде. Да? Например, ребенок талантливый, интересующийся, не знаю, там, пишущий стихи или музыкально одаренный, да, оказывается в обычной школе, где сверстников интересуют сигареты, часто какие-то гулянки до позднего вечера, отношения с противоположным полом. Они не делают домашку, вообще неинтересно им учиться. И вот этих детей много в этом классе и в этой школе. Может быть непонятым, он может не найти себе друзей, просто потому что класс, школа – это вообще случайная выборка людей, живущих в одном районе. Здесь может не быть близких по духу
людей. И тогда я бы всегда рекомендовала, я бы такому ребенку рекомендовала бы перейти в школу, в какую-то гимназию, в какую-то, не знаю, другое учебное заведение, где будут собраны дети со схожими интересами, да, где с большей вероятностью этот ребенок отыщет себе друзей. Есть дети, которые не умеют решать вопросы коммуникации, поэтому у них нет сверстников. Тогда я бы рекомендовала такому подростку и такой семье в принципе оказаться на приеме у психолога и работать с этой темой, потому что это вызывает вопросы. Еще раз скажу, это нормальная потребность подростка в выстраивании близких отношений со сверстниками. Когда у нас ребенок сидит один, ни с кем не общается, для этого всегда есть причины. Здесь надо их поискать. Итак, пишите, пожалуйста, свои вопросы, если они есть. Если нет, мы будем двигаться к завершению нашей встречи. Я благодарю за внимание, благодарю за вопросы. Остаюсь на контакте, пожалуйста, можно мне задавать вопросы в социальных сетях. Можно меня найти или через консультационный центр выходить со мной на связь. И ну, что-то я вот смогу вам отвечать на ваши вопросы, как минимум. Благодарю вас за уделенное время. Хорошего вам дня. Отдыхайте. Прекрасная погода, летний день. До свидания. Спасибо.